Мы снова рады приветствовать вас на телеканале ТВК. В эфире социальный эксперимент «Тимур Казак». Проект предназначен для молодых людей, желающих добиться результатов и успеха в жизни. Опытные наставники помогают участникам в достижении их целей, учат тайм-менеджменту и добыванию нужной информации. Тимур Казак – это совместный проект общенационального движения «Казахстан-2050», акимата города Шымкент и телеканала ТВК. Проект реализуется при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук-Казанатраст». На прошлой неделе наши героини Ахмарал и Айсара проходили практические и теоретические знания в школе шитья. Напомним, девушки хотят связать свою жизнь именно с созданием женского гардероба. Участницы мечтают о запуске собственных брендов. В планах у Айсары открыть дом модной одежды. Ахмарал хочет запустить производство сумок и школьных рюкзаков. В этом выпуске других наших участников Танирбергена и Евгения пригласили в компанию, которая занимается производством и реализацией бытовой химии. Фирма относительно молодая, но перспективная, так считает бизнес-тренер Сидулай Исмаилов. Ее деятельность интересна героям проекта. Есть одна компания, которая сейчас наша казахстанская, которая занимается именно сферой, которой вы интересуетесь, и она заинтересовалась вами, в принципе. И сегодня, я думаю, вы можете задать свои вопросы, вам могут задать вопросы, то есть насчет партнерства, как будете работать. Эта компания молодая, она только-только встает на ноги, и в Чимкенте она только месяц. Они хотят здесь уже развиваться. То есть вы сами знаете, что Чимкент это третий город в Казахстане, и скоро будет миллионником. И бизнес тоже налаживается, и инвестиции сюда приходят. Много компаний здесь интересуются и хотят здесь филиал. Одна из таких компаний это вот компания Sonalab, которая вот именно в химии, она производит химикаты, там, бытовую химию. Там. Я вам покажу, познакомлю вас. Ну, имейте в виду, что они только заехали, и особо у них только-только начинают завозить свою мебель, только-только склад свой здесь поставили. Ну, в будущем она будет развиваться. Следующим этапом для Евгения и Танирбергена было знакомство с представителями компании и продукции. Это ребята, которые, в принципе, в химии разбираются, именно вот в бытовой химии, принадлежностях вот этих, да, там
мыло, там, гели для душа, что такое там, работа в санатории. Ну, у Тангербергена опыт в этой сфере есть, у обеих есть опыт в продажах. И я думаю, вашей компании было бы интересно вообще иметь в сотрудниках, в агентах по продажам, да, таких ребят, которые разбираются в химии, которые сами когда-то что-то производили. Мы производим химические вещества как для санаторий, для фитнес-клубов, для гостиничных бизнесов, от А до Я. Ну, это для твердых поверхностей, это для зеркал химия, для прачечной, все, что нужно для оздоровительных центров, для фитнес-клубов, также повторюсь. Компания открылась года 2 назад, в Алмате мы открыли производство, сами производим эту же химию. Компанию основал молодой человек, его зовут Аслан Назаралиев, он учился по программе Болашах в Америке, приехал сюда и начал заниматься этим бизнесом. Фирма называется Sonalab. Офис, как видите, пока еще по минимуму, все, тут только развиваемся, только открываемся, штат набираем. Это, кстати, говорит, что пацаны работают, занимаются химией, понимают. Участникам предложили пройти бесплатный курс обучения маркетингу и изучению формул составов бытовой химии на производстве. Есть возможность пройти 2-недельную практику в южной столице. Здесь толком команда не сформирована, да? То есть, Ахмед, я так понял, вы один пока здесь в городе? Имеется 2 менеджера по продажам. Уже есть, которые бегают, да, получается? Ну вот, в принципе, вот я посмотрел, прайс интересный, можно любое заведение, так сказать, что-то, в любое заведение что-то продать. Вот, поэтому в этом плане, да. Интересно, конечно, и на документы посмотреть, на составы посмотреть, на сертификаты посмотреть. Мы это все предоставим. Потому что при обсуждении, например, при продажах всегда просят, да, там, покажите это. Вот. Ну и опыта хотелось бы, да, то есть понять, что это. Насчет опыта, я могу вам даже предложить за счет компании съездить в Алмату, побыть на производстве, в офисе у нас в главном, посмотреть, как работают менеджеры. Я могу даже вам предоставить нашего менеджера с Алматы. За счет компании, да, неделю вы можете там пройти хорошее обучение, посмотреть, даже сходить на производство. Вам покажут, как применять эти химикаты, в каких целях, как разбавлять. Ну, там есть химикаты, которые разбавляются с водой, которые не разбавляются с водой. Можете даже на производстве посмотреть, как изготавливаются эти химикаты. Можем даже так предоставить. Но главное желание работать, главное желание общаться с людьми. То есть опыт работы у них есть. У нас в проекте они сами добровольно пришли, активные, одни из самых активных ребята у нас. Такие креативные, Тангерберген особенно у нас креативный. Насчет рекламы, может, насчет дизайна, любой вопрос, может, в принципе, он может справиться с этими задачами. Насчет продаж у Евгения, у него опыта достаточно. И просто интересно, в будущем может вообще Евгений вот со своей продукцией к вам обратиться и чтобы вообще с вами тоже сотрудничать? Конечно, без проблем. Нам тоже новая продукция не помешает. В прайс добавим, будем сотрудничать. Вы будете предоставлять нам эту химию. Ну, параллельно вы можете нашу химию где-то предлагать. Ну, вот мне вот этот момент интересен. Я могу свою продукцию добавить к вам в прайс, а сам попутно реализовывать и вашу продукцию. Конечно, без проблем. Интересно. Для этого будет список. Ребята познакомились с документацией, продукцией и ее свойствами, совершили небольшую экскурсию по производству.
специальное чистящее средство, глоссмок называется, для твердых поверхностей, для полов, для Воду добавлять, да? паркетов, для всего. Воду добавлять. Да, с водой разбавляете, там, по-моему, 2-3 крышки на 10 литров воды. Без него тоже, без разводов, без ничего. После него разводов не остается. Универсальный такой. Средства ароматизированные? Некоторые, да. Вот здесь, например, аналог этого линок. Обыкновенный линок. Это аналог. Кондиционер для Кондиционер для белья. Он ароматизирован, да? Да. Потому что, бумагу мы пока сами не производим, это временно, вопрос времени тоже. То есть предоставляют партнерам, Сотрудничаем, да. Потому что клиенты должны делать все условия. Не должны брать из одного источника. А химия это наше все. Вот здесь вот жидкое мыло. Ароматизированное, кстати. Жидкое мыло это, да? Это жидкое мыло, 5 литров. Оно в Казахстане производится? Запах жемчуг. У нас, в Алмате. Да, это наше производство. Это эконом-класс для посуды. Такой экономный класс, да, экономный класс. Это 5 литров тоже. Порошок мы сами не производим. Просто тоже добавок, да, сотрудничаем, да. Вот обыкновенная белизна. Тоже аналог, кстати, своего производства. Хлорки его. То есть это сфера вот твоя... Вот здесь вот средства для мытья. Напомним, что Евгений Рязаев уже занимается реализацией очистительных средств для бассейнов и хочет расширить линейку и рынок сбыта. На этом производстве он мог бы получить полезный опыт и получить серьезных партнеров. А Танирберген Есполов имеет шанс пройти практику в лаборатории. Евгений Рязаев, 26 лет, родился в Шымкенте. Фрилансер, занимается реализацией химических веществ для бассейнов, хочет расширить линейку рынок сбыта. В свободное время занимается спортом, в планах на будущее создать семью. Возникает простой вопрос. Сколько ты зарабатываешь, и где твоя жена, и где твои дети? Я хожу по кругу, например. Вот ту неделю я по кругу ходил. И избегал новые дела, делая старые. То есть я попал просто в рутину. Вот. И вот с помощью цели я и хочу прийти. То есть самоконтроль, самодисциплина. И с помощью этого прийти вот к своим намеченным планам. Только вперед, ни шагу назад! Остался сам с собой, теперь хочу начать осуществлять свою мечту. Танирберген Есполов, 24 года, безработный, владеет 3 языками. Раньше участвовал в продвижении семейного бизнеса, позже решил отделиться и разработал бизнес-идею по производству зубной пасты. В будущем мечтает открыть крупный завод. У меня есть идея, мечта построить свой бизнес. Эта идея у меня производство зубной пасты. К этой идее я пришел медленно, долго думая. Хотел начать в Казахстане то, что у нас не делается. Хочу себе и всему Казахстану, даже миру, Казахстану доказать, что у нас можно делать то, что у нас не делается, и превзойти в этом. В следующей программе будут подведены промежуточные итоги проекта. Ребята познакомят тренеров со своими бизнес-планами, которые были составлены при поддержке Центра обслуживания предпринимателей.
Темірқазық Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы Шымкент қаласының әкімшілігі мен ТВК телеарнасының бірлескен бастамасы. Жоба Самұрық-Қазына Траст қоғамдық жобаларды дамыту қорының қолдауымен жүзеге асырылады.